Путешествие началось с города Риеки, общая длинность путешествия от 13 до 14 часов. Самая скучная часть путешествия было, когда я путешествовал от Хорватии через Сербию, и потом уже в Македонии начало быть более занимательно. Я слышал от одного друга, что когда переходите через сербско-хорватскую границу из Хорватии в Сербию, надо ждать около 4 часа, но мы имели удачу и ждали только 1 час, чтобы перейти границу. Потом уже, когда ходите в Сербию, мне было занимательно, что очень много дорог на самом деле устроили китайцы, что было видимо на этих буквах, которые они написали на дороге по-китайскому. Но дороги в Сербии были качественнее, и, честно, невозможно сказать ничего плохого про эти дороги. Но эта обстановка изменилась уже, когда я переходил из Сербии в Македонию, где состояние дороги очень ухудшилось. В некоторых местах дороги почти уже нету, и нету никаких знаков предупреждения, так что будете очень осторожны, когда будете ехать через Македонию. Несмотря на это, вы можете встретить то, что они называют патарина, почти каждых 30 километров. И в этой патарине они будут забрать ваши деньги. Они говорят, что эти деньги будут использоваться, чтобы качество этой дороги улучшилось, но как я видел, они на самом деле ничего от этих денег не тратят на эти дороги, а они тратят их на каком-то другом месте, потому что качество дороги практически не существует. Это часть поездки, которую вы видите, это ночью через Македонию, и эта дорога, которую я показываю вам, одна из лучших частей этой дороги. Но будьте осторожны, когда едете через Македонию. Уже когда я перешел в Грецию, состояние дороги улучшилось, но качество не было так хорошее, как в Сербии и Хорватии, потому что в каких-то определенных частях этой дороги даже света не было. Но как-то лампада есть, но она ничего не делает, но она не работает. Может быть, у греков нет денег за электричество, не знаю. И вот уже я пришел на место, которое называется Аренополис. Это порт, где находятся корабли, когда ведут в Святую Гору. Как я видел, не существует информация на интернете, где находится именно офис для половников. Поэтому, когда вы приходите в порт, вы можете увидеть какую-то старую башню, и там просто ходите к этой башне, в направлении этой башни, и с прямой стороны должны увидеть этот офис для половников, там забрать все документы, и потом можно посесть на корабль, который будет вас вести на определенный монастырь, какой вы уже выбрали. Вы же будете посетить. Я же выбрал, что буду посетить монастырь Святого Пантелеймона. Это один из русских монастырей на Святой Горе, которого вы можете видеть здесь. Тоже можно увидеть прекрасный берег этой части Греции. Это даже одна из 3 полуостровов, которые находятся. Первые 2 это туристические, и 3 это для паломников. Когда приезжаете в монастырь, свои вещи можете оставить в здании, которое называется Архандарик. Богослужение начинается каждое утро в 4 часа. Когда я возвращался из Греции назад дома, я остановился в 2 города. Это был Скопье, столица Македонии, и в Новом Саде. В Скопье я встретился со своим другом. Друг, если смотришь, привет тебе. Он показал мне по городу, показал мне центр города.
Там можно увидеть воина на коню. Македонцы говорят, что это на самом деле Александр Великий. Там тоже впечатляет, что можно увидеть прекрасную соборную церковь. И можно тоже увидеть одну маленькую церковь Святого Михаила Архангела, которая имеет знамение еще из времени королевства Югославии. Можно было увидеть очень много мечетей, уже много албанского влияния и исламского влияния. Там они примерно 30 до 35, может быть 40% населения в Скопье, если я не ошибаюсь. В всяком случае, на улице их можно увидеть очень много. Домашнему населению это очень и не нравится. Я знаю, что мне не нравилось тогда, когда в 5 часов утра меня проснул какой-то крик из мечети. А это действительно не было приятно. Но тогда же мы уже уехали из Македонии и возвращались назад дома через Сербию. Мы тоже остановились в Войводине. Это один из самых красивых городов в Сербии. Если я могу так сказать, я тоже был в Белграде, и мне как-то больше нравится. В Новом Саде на главных площадях можно увидеть большую православную церковь и одинаково большую католическую церковь. Какое здание от этих вам больше нравится, пишите в комментариях. Я остался в одном отеле, который называется отель Войводина. Там было очень приятно и хорошая еда. В Войводине принимают только сербские динары, так что если у вас есть какой-то стране деньги, например, евро или рубли, вы должны обменить их на сербский динар. Когда вы едете через Македонию, вам тоже лучше использовать македонский динар, потому что если вы будете использовать евро, это, кстати, возможно использовать, чтобы платить патарину и чтобы что-то кушать в Скопье, тоже в комнатах это можно использовать. Но они будут взять больше денег, если вы будете платить в этих иностранных валютах. Так что лучше берите македонские динары. И тоже, если будете брать эту сим-карточку, чтобы получить интернет, делайте только это в столицах страны, либо в больших городах, потому что они вам могут продать какую-то карту, которая не работает. Что они продали мне, когда я был в Македонии. И уже это был конец путешествия. Я надеюсь, что вам понравился ролик. Увидимся в следующем.